самом деле, я совсем случайно сюда зашел. Вообще не собирался выступать. Он мне говорит, пойдем покушаем. И да. Он говорит, хорошо, кормят там, хорошо, в смысле, бесплатно. Пойдем, говорит, покушаем, тебе угощу, говорит, придешь на одну штуку. Что делать я буду, да? Мне кажется, вот видишь, как тебя все поприветствуют. На самом деле нужно отвечать на вопросы. Накопились вопросы. Не было тебя где-то полгода. Не было меня, да. А что? Я не могу побыть где-нибудь, что ли? Тебе вот моя личная жизнь волнует, наверное. Не было меня, что ты хочешь спросить? Вот когда пропуск заказывал в Останкино, почему... Мое здоровье, я тебя позорю, воду за тебя пью. Что в пропуске? Какой адрес ты написал? Нормальный адрес за гаражами 12. То есть, что, правда, так и живешь там, за гаражами? Жена не против, я не против. Что, нормальный там, как бы поставили крышу такую, вообще не протекает. Ты говоришь, что вообще в халате живешь. Ну, я в халате прописан. Потому что мне, когда медкличку выдавали, они говорят, какой ваш вообще есть какие-то данные, у вас есть там, может быть, какие-то права, там, какие права вообще, может быть, у человека такой, как я. Вы тут право носить головной убор вообще. И то за него в вашем городе уже за это головной убор бьют, я не понимаю. Почему? Я достаточно большой чин, между нами говорят, да? Вот там все дворники, как в Москве есть, профсоюз. Я как-никак все-таки главный, да? Я, как это говорить, дуаен вот этого самого корпуса планетарного. Вот. И то мне как-то уже стало неуютно иногда бивать в Москве. В моем родном практически год, я тут 8 лет. Кстати, Абдалбай Барусакович до недавних времен думал, что гомосексуалист — это приличное название милиционера. Это не так. Если есть вопросы к Абдалбаю Барусаковичу, пожалуйста, ко мне, а я уже к нему... Давайте, пожалуйста. Это он переводчик мне, понимаете, с вашего на мой. Какой у вас вопрос? Я вижу, у вас вопрос в голове есть. Нет вопросов? Какое тяжелое молчание. Слушай, вот я вот знаешь, что чувствую, да? Явный такой высший. Явно есть такие чувства, органы. Высший национализм какой-то, понимаешь? Подвальный причем. Да. Как? Вкусно? Что именно? Что-то есть? Я должен угадать, вкусно ли тебе, что ли? Ну я сейчас посмотрю примерно. То есть, вот это какой-то такой холодец. А что это? Ризотто? Это художник, сынок. Ну что, несешь? Ты его жрешь, что ли? Ты стыд есть, бери там поешь. Каннибал. Ризотто. Эль-Греко ты не кушаешь? Эль-Гречка. Вот, кстати... Чтобы, где вы учились? Какое у вас образование? Образование у меня лучше на планете. Я учился в психофилософский факультет 4 года, как один. Выучил. Я знаю около 3 книг наизусть. Да. Телефонные книги я знаю в Москве сейчас где-то до половины. Если меня милиция останавливает, я так ему цитирую, у него глаза закрыты. Это чтобы видишь, я уже освоился в этом стране, да, я считаю, что Москва это реально какая-то другая страна вообще. Я выезжал тут немножко, чуть-чуть посмотреть Россия сам, это вообще никакого отношения к Москве не имеет. Там не метено, там не метено в России, а в Москве чисто, да? Ну, там нести нечего, сынок, ты понимаешь, только не тут языком люди вот в Москве, а там люди, они как-то просто в чистоте живут, им не нужно бросать бумажку, они такие экономные, они бумажку потом облизывают, потом попу вытирают и так далее, понимаешь? Они очень растут, денег мало, не столько в Москве. В Москве, понимаешь, у него тут платок, значит, тут у него туалетная бумага, тут у него еще что-то, они богаты, вы все просто богатые. А там люди живут, да, вы сами знаете, что без чего они доедают, правильно? Давайте вопросы. Где жена? Жена? Который? Тебе который предъявить? 3 есть, 1, правда, уже почти нет, он не очень молодой такой, да, скоро не будет, вернее. Вот. А один жена сейчас на работе работает. Вот, Как зовут? Как зовут? Ой, Самухра его зовут. Это первый же. Нет, это не первый. Первую жену я уже практически не считаю. Мы уже развелись по возрасту, я бы так сказал. Нас разводит уже сама природа. У нас не нужно вот это, знаешь, подписывать что-то там. Да нет, вот просто смотришь, жена уже немножко ходит. Ты думаешь, что она голая, то есть, вернее, одетая, да, а это мох.
не очень молодой человек, да, а жена у меня на порядок старше, можешь поверить, нет? Вот. И понимаешь, что когда начинаешь жена, у нас на Востоке так, вот когда к старшей жена начинаешь относиться, назвать ее бабушка, понимаешь, что нужно разводиться. Вот. А у меня есть два других жена, это я здесь уже купил, познакомился, здесь уже, вот, и сейчас вот один на работе, а другой где-то гуляет. У вас с этим женой, слушай, даже у меня жена гуляет, это что такое вообще? Кто вас это учил такое? Бей, понимаешь, скалка, метелка. Вот я когда приехал, я не мог поверить, что у меня половина моей метла, которую я подметаю, да, будет уходить на то, чтобы жена по жопе бить. Вот ты мне ходит вообще, понимаешь, никогда уже месяц трезвый домой не приходит. Почему? Почему я себе такое не позволяю? Вот у нас такого на Востоке вообще нет. Давайте еще вопрос. Вот вы, вижу, руку подняли. Что вы хотите спросить? Александр, давай, говори. Что? Да. Но меня очень интересует по Валуеву все-таки вопрос. А Валуеву? Да, да. Но он все-таки чемпион. И что? Был. А в каком виде спорта он чемпион? Что-то я бы не сказал, что это уже по боксу, да? Он ходит там, ну ему есть что-то заседать, он ходит, заседает там, в Думе там, понимаете, что-то ходит, вот такой законопроект вносит. А где вот это спортивные достижения у него уже сейчас? У него очень красивая, приятная жена, он вообще молодец. Блогер тут недавно пообещал побить хорошенько. Вот, это все, что он умеет. Я вот честно сказать... Он уже забыл, что... Обещал блогер. Ему есть что забыть, да, ему есть. Света, какой ты вопрос хотела задать? Я не хотела, но задам. Давай. А скажите, пожалуйста, мне очень интересно, куда можно перевести лагерь оппозиции переместить? Просто лагерь обыкновенный, знаешь? Покупаешь много-много мелкие доски, да? И 4 пулемета. И вот так. Потом такой, знаешь, есть проволока, который, когда ты через него идешь, тебе тяжело, потому что колется и бьет током, да? Ну, такой специально продается. Наши предки очень хорошо умели вот это все делать. Сейчас что-то разучились, уже секрет, там чуть-чуть подряд, да? Вот. А вообще, если вот так сделать, то лагерь оппозиции там будет много. У нас традиции. Кто лучше, Путин или Прохоров? Вот. Сейчас, понятно, Путин уже победил. Как женщина? Как кандидат в президенты. Не знаю. Нет, ты знаешь, что Путин, он чуть-чуть уже такой, какой-то слегка так надоел, что ли, а? Вот уже немножко так посмотришь уже, и уже через секунду начинаешь плевать глаза. А Прохоров, ты понимаешь, что это человек, который в политическом смысле такой же надувной, как шарик, да? Только этот шарик, блядь, какие деньги стоят? С ума сойти вообще, сколько он ему? 13 миллиардов долларов, да? Ну много, слушай, плюс еще сколько метров в нем и у него. Это, конечно, это экземпляр просто, знаешь, такой, просто выставочный такой. Ну выставил ты его, и что дальше? Что с ним делать, когда человека, вот, например, Путин ему говорит, слушай, давай отсоси оппозиция голоса в мою сторону. Он говорит, хорошо есть. И пошел, отсосал оппозиция голоса, украл немножко на себя, отвлек. Что он теперь с ними делать будет? Их же невозможно в деньги превратить. Да? Это же не бизнес. Это черт и черт. Вот за это я к нему плохо отношусь. А так красивый, да. Да, вот девушка. Скажите, пожалуйста, собираетесь как все прогрессивное человечество уехать на Запад? Я переведу вопрос. Ты собираешься уехать на Запад, как все прогрессивное человечество? Я очень регрессивное человечество. Я вообще практически какой-то каменно-угольный мужчина себя чувствую. Потому что вот когда приходишь, например, да, долго сидишь где-то за городом, живешь, вообще никого не видишь. Да, приходишь, смотришь, ходят живые девушки, 19 лет, думаешь, откуда взялись вообще? Вчера не было, вчера вот везде родственники, какая называется, которые там живут. Забыл, Одногодки. Одногодки, да, ходит, понимаешь. Не, я никогда не уеду за границу, нет, надолго. Нет, я вот уезжаю на границу. Зачем? Зачем вообще уезжать? Кто мне там даст подметать, там сучить? А здесь у вас, вы же ссорите, вы ходите, ты выкурил 1 сигарета, а под тобой пекло на 3. Я же это вот вас знаю просто как облупленных, понимаете? Потому что что такое у нас петь? Это же человек, который идет и оставляет за собой длинную такую помойку от времени. Слава Богу, я это люблю, это моя работа, мне за это платят. Вот. Я не собираюсь никуда уезжать. Да, вопрос. Где у тебя граница?
дозволенного или... Куда не уедешь? Где у тебя? А куда не уеду? Куда деньги не позволят, туда не уеду. Все логично. Еще вопросы есть? Какие деньги? Бумажные люблю. А железные вот эти, не нужно. А я, знаешь, когда не только подбираю, когда что-то бумажное, железное так пинаю. И вот это неправильно, кстати. Надо просто нанять мальчика еще одного, чтобы за еще железный собирать, да? Вот, ну, не знаю. А? Бумажных не хватает, спрашиваю. Ты не поверишь, Москва очень крутой город, современный, да? Я в день подметаю 18 карточек виза. Зачем мне бумажный день? У меня дома специальный компьютер, люди сидят, чтобы потом этот пароль оттуда извлечь. Ты думаешь, я бедный, да? Я не думаю. Ты вообще не думаешь? Честно, слушай. Я, кстати, тоже очень редко думаю. Зачем? Зачем? Если иметь хороший муж, у которого есть много денег, все, схвачен, а зачем думать тогда? А? Да ладно, что без мужа веселее? Слушай, ты не права. Не думать веселее? Не думать всегда вообще весело, конечно. Свет, давай еще один вопросик и все. И... Ладно. А вот есть. Я передаю. Давай. Барусакович. Барусакович. Да, можно без отчества, я папу плохо помню. Когда уйдет Путин? Чего, Путин уйдет Когда когда? уйдет Путин? Когда и куда уйдет Путин? А почему Путин должен уйти? Это уже сейчас все, это вопрос в прошлом. Когда пропадет к чертовой матери Путин? Это более проблема. Когда? Я не знаю когда. Я не знаю, я могу только примерно сказать, что может быть минут через 40. Я могу ошибаться. Желаемое за действительное. Да. Давайте еще парочка. Женится ли Путин на Кабаевой? Женится ли Путин на Кабаевой, спрашивает главный редактор главного географического журнала в мире. Я не считаю вот это все вот эти слухи, вот это все вот эти подозрения, что Путин, он лыжниц любит, вы поймите, не гимнасток, лыжниц, вот и все. Он не женится никогда. Понимаешь, один раз не муж, короче говоря. Да? И вот эта вот гимнастика, она не может его привлекать. Человек, который бросает все вот это вот, да? Вот, он как бы должен таких же, как по идее, который вот ленточком вот так, легким лентом танцует, да? Он должен как бы таких, но на самом деле он любит лыжниц. А если Сметанин, он так любит. Она, по-моему, старше его. Конечно, на порядок, да. К сожалению, он очень об этом жалеет. Да? Финальный вопрос. И давайте отпускать. Юля, какой Я просто дополнение, что он ленточки вообще не любит. ленточки вообще не любят? Он ненавидит, конечно, да. Да, это его какое-то личное. Наверное, я не знаю, я не ковырялся вот в этом его подсознательном, потому что у него подсознание почти нет, это чека. Откуда у него подсознание? Нет? Ну что, свидание. Спасибо.